В Чебоксарах начались тренировки в региональном хоккейном центре при Чувашском кадетском корпусе. Во время действия ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, он был недоступен для посещения. Теперь же заниматься здесь могут фигуристы и хоккеисты, входящие в детские и юношеские команды. Воспитанники спортивной школы номер 4 возобновили занятия совсем недавно, но уже полны решимости наверстать упущенное. Хоккеисты настроены по-боевому. Несмотря на то, что спортсмены долгое время не тренировались, их наставник отмечает, команда показывает неплохие результаты. Мы начали недавно, в сентябре, заниматься на новой этой арене в Чебоксарах, то есть здесь нам очень сильно нравится. До появления регионального хоккейного центра при Чувашском кадетском корпусе юным хоккеистам приходилось ездить на занятия в Новочебоксарск, в Ледовый дворец «Сокол». Теперь же ребята могут больше времени посвящать тренировкам, а не тратить его на дорогу. За время пандемии не только дети соскучились по занятиям, их родители тоже с нетерпением ждали возвращения юных спортсменов на лед. И так дома сколько сидели, учились на удаленке и ничем не занимались, 5 месяцев без хоккея, это для детей, и даже для нас, родителей, мы же такие же, мы же привыкли все уже. Без этого не можем, нам адреналин нужен, лед, запах Ледового дворца. В региональном центре по хоккею созданы все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрены пандусы и широкие двери, которые позволяют легко проехать инвалидной коляске. Именно здесь сейчас тренируется детская слэдж-хоккейная команда. Как рассказала вице-президент благотворительного фонда «Это чудо» Наталья Васильева, благодаря грантовой поддержке дети могут заниматься бесплатно. Тратиться на экипировку им также не нужно. Благотворительный фонд уже на протяжении 6 лет создает социальные проекты, связанные с поддержкой детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря нам в Чувашии существует 2 секции. Это детская команда по слэдж-хоккею. И в этом году впервые практически в России при поддержке фонда президентских грантов открылась команда для людей с ограничением по зрению и полностью слепых. Это команда «Юман», в которой на сегодняшний момент занимается 11 детей. И мы будем еще добирать и привлекать детей. В детской команде по слэдж-хоккею, состоящей из 12 человек, сложился хороший психологический климат, отмечает Наталья Васильева. Благодаря занятиям спортом у детей, имеющих проблемы со здоровьем, улучшается координация, появляются движения, которые ранее им были недоступны. Становятся сильнее мышцы рук. Это отмечают и родители, и врачи, у которых наблюдаются юные спортсмены. Так что возвращение к регулярным тренировкам для них особенно важно. Екатерина Данилова, Павел Кузьмин, Алена Артемкина, Михаил Солин. Вести Чувашия.